Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика», в студии я, Лейла Муртазова. В преддверии 8 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное прекрасной половине. Участие в нем принял Рамзан Кадыров, который горячо поздравил всех женщин с этим праздником и отметил ценность женщины в исламе. Материал с места событий подготовил Рамзан Абоев. Прекрасные стихи и произведения искусства, вдохновение и радость, уют и спокойствие появляются благодаря женщине. С показа видеоролика о высоком статусе в чеченском обществе прекрасной половины человечества открыли торжественное собрание, посвященное празднованию Международного женского дня. Почетные гости — глава республики Рамзан Кадыров, руководитель администрации главы правительства Галастай Масханов и его первый заместитель Хадижат Кадырова. Президент Академии наук Джамбулат Умаров отметил, что на долю чеченских женщин выпало много тяжелых испытаний, в которых они продемонстрировали стойкость и непоколебимость духа, став крепкой броней перед всеми напастями судьбы. Мы должны с вами вспоминать иногда отрывками те эпизоды, когда из старых документальных хроник мы видим этих сгорбленных женщин, которые в тяжком 44 году, в феврале, несли эти котомки к вагонам, когда их, отрывая от родных мест и очагов, отправляли в Казахстан и в Среднюю Азию. Смотреть на этих женщин без слез невозможно, даже если в тебе есть самое сильное, крепкое, я бы даже сказал, стальное мужское сердце. Оно тут же плавится, когда ты видишь наших матерей и сестер в старых хрониках войн прошлых десятилетий, когда это было в 90-е годы, когда они, стоя на базарах, добывали хлеб. Когда они бросались на любого, чтобы спасти молодых людей, которые были ни в чем не повинны. И во всей этой глубочайшей обстановке торжественности, в этой обстановке поминания, памяти о тех страшных днях, которые нам пришлось пережить, не хотелось бы сегодня омрачать этими воспоминаниями светлый день. И тем не менее, не сказать о великом подвиге чеченской женщины невозможно. В своем выступлении Рамзан Кадыров сказал слова, которые откликнулись в душе каждого, кто сидел в зале. Женщины достойны, чтобы каждый день был прожит в их честь, и подчеркнул, что, несмотря на ложные представления некоторых, женщина в исламе имеет высокую и почетную роль. Правильное воспитание целых выдал. Да, тут чуяла не чуадаун, кухне бенч точен бенч, кава дайма хадяка духойдаун, аква паямар десам вашалдан суна дявин гиндек тона, моцелсен ладам хледам хлвай мухл диз бух мош ваблин будас, ак тундел нейс мухл юз, ак قوة دينتي غلقسي قيشون يلزمنس دا بيقن بي وشغلر دقودون دوزم دقودون زوجنا يوعى نينا خصم نينا خدونا دوزدون ديك شيء مريجن خصم نان خلش بيه يلزمن يعني شاس بو زودون تندل دونا شجع اوند دق خز دق دو ايش دونا دق ليلو دو علاقي يسون تندل تضيقر شو داخل إيزي غليت شو دلسة دلهيت سمعنا ببعرك تداليت قهي قالت خضيق كردو إذا مولاها أو تخين جاسم يلدو دون استعادون غاقر كردو تمن بقى الله بقدر شلونا تخين كردون لدو يالج تخلص عنهم نماني تيالج داك خلاقيت داك دون نسدلاغيت دا مولا دونا تيو زمان شادون ويماكا مسو برط دون مستند بالا متیگش مستو عیدن شی بالا هاویج سودن دونه تاوش دک هورنا شاشا ولج متدونه نان لار موخل دیزاهوش ایشلار موخل دیزاهوش یعلار موخل دیزاهوش خزمنیس موخل دیزاهوش و داخل نیست دا و تیش دو داره و برتع باشه یعنی برکتیش مسودانه زوجن دو مصر يعن مصر وسمنا دقلامش دين سي غلق سي بوش بول
coachli toilda barca bolda aldeal dolchmosodo. За безупречную и добросовестную работу, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, и в связи с празднованием Международного женского дня указом главы региона наградили медалями за заслуги перед Чеченской Республикой реферантов руководителя субъекта Имани Дакаеву и Комету Шахтемирову. Артистке-вокалистке Чеченской филармонии имени Аднана Шахбулатова Элине Мухтазовой вручили знак отличия указом главы Донецкой Народной Республики. В рамках гуманитарной миссии она неоднократно посещала Донбасс. Знаком отличия за заслуги перед Донецкой Народной Республикой третьей степени Муртазова Элина Сайдахметовна, глава Донецкой Народной Республики Пушилин Денис Владимирович. Каждый год наш глава не оставляет без внимания никого, за что ему огромная благодарность. Все сегодня уходят с прекрасными букетами цветов, и мы не остались в стороне. Также нас наградили различными наградами. В этот замечательный день всем мамам, сестрам, всем женщинам желаю всего самого наилучшего, женского счастья, мирного неба над головой. Почетной грамотой главы региона отметили Хеди Хасиеву, Марет Абаеву, Асму Дзингиеву, Розу Мазаеву, Зинаиду Гостемирову, Луизу Сабирову. Благодарственное письмо руководителя субъекта вручили Асме Бековой, Марет Паршуевой, Луизе Абубакаровой. Именно женщины делают мир добрее, способствуя духовному единству и стабильности общества. Их бесконечное терпение и мудрость помогают преодолевать все испытания и трудности. Все виновницы торжества получили подарки, роскошные букеты цветов. Звезды чеченской эстрады спели всем полюбившиеся хиты, а завершилось мероприятие исполнением песни, посвященной президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймане Несиевне, который зал слушал стоя. Не сказать мне словами простыми о судьбе минувших годах. Аймане больше, чем имя, Аймане счастье в глазах. Рамзан Абуев, Рахман Хаджиев, Харун Абдулаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Заключительный день Всероссийского фестиваля молодежи, проходящего в Сочи, завершился очень ярко для всех молодых людей со всего мира. Президент России Владимир Путин присоединился к молодежному форуму и обратился ко всем представителям молодежи, отметив, что участие в фестивале принимали первый заместитель руководителя администрации главы правительства Чеченской Республики Хадижа Кадырова и министр региона по делам молодежи Ахмат Кадыров. Далее Наталья Депутатова. На Всемирном фестивале молодежи 2024, проходящем с 1 по 7 марта на территории образовательного центра «Сириус» в городе Сочи, принял участие президент Российской Федерации. Выступая перед молодежью, Владимир Путин отметил, что участники создали на этой территории настоящий город молодежи мира. И вот эта встреча, вот сейчас, которую мы с вами начали, она посвящена тому, чтобы тоже мы получили обратную связь от вас. И хотелось бы услышать ваши советы по поводу того, как и что нужно сделать для того, чтобы следующие встречи подобного рода, ну, может быть, не в таком широком формате, а, скажем, в продолжение того, что удалось сделать на этом международном фестивале, чтобы можно было двигаться дальше для достижения наших общих целей развития. И вот, честно говоря, мне было бы интересно услышать ваше мнение и о результатах работы, и о том, что можно было бы сделать в качестве следующих шагов. Участниками фестиваля стали первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Хадижа Кадырова и министр региона по делам молодежи Ахмат Кадыров. Добрый день, уважаемые друзья! Хочу рассказать вам о самом замечательном и удивительном крае нашей необъятной России – Северном Кавказе, о чарующей красоте которого ходят легенды, а поэты и писатели воспевают в своих произведениях. На фестивале собрались представители молодежи из более 180 стран мира. Ранее Хадижа Рамзановна вместе с послом молодежи по устойчивому развитию Объединенных Арабских Эмиратов экоактивисткой Гаи Саад Аль-Ахбаби выступали спикерами на стратегической сессии «Сохраним планету вместе», где Хадижа Кадырова отметила, что Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики участвуют в реализации 3 федеральных проектов, включенных в национальный проект «Экология». В Чеченской Республике сегодня расцветает новая эпоха, в которой забота о своем земле и окружающей природе становится важным приоритетом.
Руководство республики принимает многочисленные меры по защите экологии, которые проводятся здесь с особым рвением и целеустремленностью, отражая заботу властей и жителей региона о будущем планеты. Ахмат Кадыров же, встретившись в неформальной обстановке с участниками фестиваля из Чеченской Республики, выразил уверенность, что Министерство по делам молодежи и дальше будет поддерживать наиболее перспективные проекты и начинания молодых людей. Посетили Ахмат и Хадижа Кадыровы федеральный просветительский марафон «Знание – сила», где выступил пресс-секретарь Владимира Путина. В неформальной обстановке Дмитрий Песков пообщался с представителями чеченской молодежи. Ахмат Кадыров также встретился с участниками из других регионов России и с представителями фестиваля, приехавшими из-за рубежа. Наталья Депутатова, Сайд Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связи, печати и информации прошло мероприятие к Международному женскому дню. Заместитель министра ведомства Сайд Селим Абдулмуслимов поздравил прекрасную половину коллектива с 8 марта, отметив их огромные заслуги в труде на выбранном ими поприще. Здесь же наградили 2 сотрудниц с благодарственными письмами главы Чеченской Республики. Далее состоялся концерт с участием работников Департамента культуры мэрии города Грозного. Aldeer al doilsho dala best khukshtul zezg best denlushtul alam san gutter khazlush denlush tsinlush dala urbal oilshum dal duqada doilshum khshutsarah ومسير صراخ سونغور حلق ومخنان أيمان سيانا دقل الأردو وق زودري ديجلانس دال دقل إزايل. Учащиеся Центра образования подготовили насыщенную программу в честь Международного женского праздника. Каждый класс по-особенному поздравил своих мам и бабушек. Активное участие в мероприятии приняли и внуки первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мадина Нуцалчиева продолжит. Весна приносит с собой не только первые теплые лучики солнца и нежные пробуждающиеся почки на деревьях, но и один из самых женственных и трепетных праздников – 8 марта. Учащиеся Центра образования к нему подготовились основательно. Для своих любимых бабушек, мам и сестер они подготовили праздничную программу. Поддержать ребят пришла бывшая выпускница учебного заведения, заместитель руководителя секретариата главы субъекта Хутмат Кадырова. Началось мероприятие с песни в исполнении учащихся 2 класса. Мама любит сына, мама любит дочь, мама просыпается каждую ночь, мама терпит боли, мама все поймет, мама молится за нас каждую ночь. Мама, безусловно, важный человек в жизни каждого из нас. Однако малыши просят не забывать поздравить в этот праздник таких добрых, ласковых и заботливых бабушек. Свои стихи внуки первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, Абдуллах и шейх Мухаммад посвятили им. Mucha es jetzt dir handegen bala al اسموها ديال دي يبعرقشها الله ها موها أصغدي درتي حدا علور درتقى أشسا. Ученики 6 Б-класса решили поздравить женщин немного по-другому. Они подготовили для них добрый и шуточный ролик. Наконец пришел к нам этот день самых нежных фраз. Теплых слов много не бывает и стихотворений. На этот раз их прочитали самые маленькие, учащиеся 1 класса. Оттого, ребята, все особым случаем. День 8 марта, праздник самый лучший. После второклашки продемонстрировали сценку, в которой раскрыли серьезную тему о жизни человека на чужбине.
Завершился праздник трогательной песней в исполнении ученицы 10 класса. Мадина Толчиева, Аслан Ахматов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном стартовал муниципальный этап ежегодного всероссийского конкурса «Воспитатель года-2024». В профессиональном мастерстве соревнуются 6 конкурсантов из разных детских садов столицы. Всего муниципальный этап заключает в себе 4 испытания. Сегодня воспитатели проявили себя в первом конкурсе «Моя педагогическая находка», где продемонстрировали свои наиболее значимые методы и формы обучения, воспитания, а также развития детей дошкольного возраста. Конкурсное мероприятие продлятся до 15 марта. Представили нового начальника управления Федеральной службы исполнения наказания России по Чеченской Республике. Ахмед Адаев ранее занимал должность исполняющего обязанности. Официальную церемонию посетили вице-премьер региона по силовому блоку Абузайд Бисмурадов, министр внутренних дел по Чеченской Республике Аслан Ирысханов, начальник управления Росгвардии по Чеченской Республике Шерип Делимханов, а также другие высокопоставленные гости. Здесь же состоялось вручение ведомственных наград сотрудникам региональной службы исполнения наказаний. В Грозном прошли соревнования среди сотрудников Главного управления МЧС региона. Подобные мероприятия помогают совершенствовать профессиональные навыки, а также поддерживают уровень готовности решения задач аварийно-спасательных работ. Как прошли испытания, расскажет Валентина Гусевская. В Грозном прошли соревнования среди 7 команд сотрудников Главного управления МЧС региона. Перед участниками стояла задача извлечь пострадавших из автомобиля, попавшего в ДТП. Поврежденной машиной служил специальный тренажер. В роли пострадавших 2 статистов. Здесь сотрудники МЧС демонстрируют свой профессионализм в экстренной ситуации. Сначала участники берут необходимые инструменты у пожарной машины, затем бегут к месту предполагаемой аварии. После этого им необходимо быстро и эффективно спасти людей, находящихся в автомобиле, используя свои навыки и опыт. По легенде соревнований в автомобиле возникло возгорание, которое необходимо оперативно ликвидировать с помощью огнетушителей. Как только пострадавшие были освобождены, участники оказывали им доврачебную первую медицинскую помощь. Такие соревнования мы проводим ежегодно. В реальных ситуациях такие вот часто встречаются у нас, когда мы на дежурстве. И благодаря этим занятиям у нас получается как бы быстрее вот это все действия делать. Для судей и участников важно было сделать все быстро и четко следовать алгоритму действий, предусмотренному правилами соревнований. Данная ситуация, которую мы тут моделируем, просто это, скажем так, повседневная наша деятельность. И приходится при дорожно-транспортном происшествии также выполнять такого вида работы. И как мы знаем, от скорости наших работ зависит много, и, соответственно, как бы оттачиваем свое мастерство. Мы как-то оттачиваем правильное извлечение, что очень важно, и в последующем оказываем первую доврачебную помощь. Как бы самое важное, скажем так, в перспективе данных соревнований вот эти 2 задачи. Победителями стали сотрудники пожарно-спасательной части номер 5 по охране Висаитовского района города Грозного. Для них следующий этап соревнований пройдет в Кабардино-Балкарии, где они поборются за первенство с представителями других регионов Северного Кавказа. Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Уникальный талант и чувственное владение ритмом – все это о Мате Нуцалчеевой. Первая чеченка, играющая на ударных инструментах, поражает умением передавать энергию аудитории. Ксилофон, литавры – это не просто музыкальные инструменты, а предметы ежедневного творения в ее руках. Мечта связать жизнь с музыкой зародилась с самого детства, призналась артистка симфонического оркестра Чеченской филармонии имени Аднана Шахбулатова. Об источниках вдохновения и музыкальной мощи репортаж Натальи Депутатовой. В этот весенний день, какая бы погода ни была за окном, повсюду море цветов. Воздух наполнен сладкими ароматами. Все женщины, мамы, сестры, жены принимают поздравления. Несмотря на то, что у многих из них трудовые будни, в этот праздник в первую очередь именно для прекрасной половины человечества звучат добрые слова. Дорогие девушки, женщины, с праздником весны, с женским праздником, радости, удачи, успехов, самого главного в жизни здоровья, мира над головой и спокойно смотреть в будущее. В
В симфоническом оркестре Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова в основном составе более 60 человек. Половина из них прекрасные женщины и девушки. При этом играют они на самых разных музыкальных инструментах. Например, Мата Нуцалчива выбрала не совсем обычные – это литавры. Мате 18 лет, и уже 8 лет девушка занимается профессионально музыкой. Закончила музыкальную школу, сейчас учится в Грозненском колледже культуры и искусства. Параллельно играет в симфоническом оркестре. Сначала это был детский, а теперь уже в основном составе взрослого. Выбор инструмента с самого начала удивил семью, но тем не менее ее поддержали. Есть и любимые композиции. С самого детства мне именно нравилась музыка, именно изучение ударных инструментов. Мама всегда дома, я помню, включала разные жанры музыки, то есть не было одного определенного жанра. Это могло быть что-то наше чеченское, национальное или там джазовое, попса. То есть именно вот мне нравилось изучение ударных инструментов. Вот когда я подросла, мама решила отдать меня в музыкальную школу. Литавры очень интересный музыкальный инструмент. Удивительно и необычно видеть, как хрупкая девушка выбивает дроби из больших барабанов. В оркестре много и других музыкантов, каждый дополняет друг друга, а дирижер следит, чтобы все звуки, издаваемые инструментами, превращались в прекрасные композиции. Женщины, всегда немножко прилежнее и более трепетно, можно сказать, относятся к своей профессии. В нашем оркестре очень много женщин, и я очень рад, что у нас есть воспитанники, которых я как педагог воспитал, может быть, с самого начала, уже лет 12, наверное. Вот. И фактически все они девушки, которые сейчас играют в оркестре, которые стали уже взрослыми людьми. Галина Сыроватская приехала в Чеченскую республику по приглашению из города Артемовска, расположенного на территории Донецкой Народной Республики, вместе с мужем. Он тоже музыкант. Для того, чтобы привезти с собой скрипку, пришлось оформлять документы и на нее. Все струнники играют только на своих инструментах. Чтобы пересечь сюда, въехать в Россию, я оформляла на него документы. Вот. И потом уже здесь, когда я вот сюда ехала, мне Константин, наш инспектор, говорит, мол, нужно, чтобы был на паспорт инструмент. Я говорю, у меня есть. Люди душевные, люди отзывчивые, люди, скажем так, вообще вот очень спокойное состояние. То есть мы как-то были здесь на концерте, это еще я была одна, концерт закончился поздно. 9:30 вообще абсолютно спокойно, толпы народа, никто, знаете, как вот это вот момент такой, а вдруг там одна одинокая женщина идет, а вдруг? Никакого а вдруг вообще абсолютно, то есть абсолютно спокойно. Сейчас оркестр занимается ежедневными репетициями. Симфонический оркестр Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова известен далеко за пределами нашего региона. Музыкантов уже с начала апреля ждут концерты и гастроли не только по республике, но и по всей стране. Наталья Депутатова, Шамсудин Джабраилов, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.